Здравствуйте, ребята! Сегодня мы продолжаем говорить о таких вот математических выкладках из закона Ома для цепи переменного тока. Напомню вам то, что мы получили на прошлом уроке, то, что сила тока, она прямо пропорциональна напряжению, и обратно пропорциональна полному сопротивлению. Чему равно z, в прошлый раз мы уже с вами говорили. Да, и такой момент, в принципе, можно через максимальные значения записать, этот закон, можно через действующие значения. Вы помните, что действующее значение, она просто в корень из двух раз меньше, чем максимальное. Сейчас. Это и максимальное, деленное на корень из двух. Так. Сегодня поговорим, ребята, о мощности. Мощность, которая выделяется в цепи переменного тока, и о таком явлении, как электрический резонанс. Механический резонанс мы с вами разбирали на прошлых уроках. Сегодня поговорим об электрическом резонансе. Эту схему я заранее нарисовал. В прошлый раз мы с вами говорили о векторной диаграмме, и, соответственно, получили вот такое выражение, что полное напряжение можно найти, исходя из этих векторов напряжения на катушке, на емкости и на активном сопротивлении. Так вот, что такое мощность? Во-первых, мгновенная мощность. Мощность в данный момент времени это что? Это напряжение, умноженное на силу тока, которая будет общая. Допустим, если у нас и то, и другое, допустим, напряжение у нас по закону косинуса меняется. Это U максимальное умножить на косинус омега t. А сила тока, она, пусть будет тоже по закону косинуса, только там будет сдвиг фаз, так называемый. То есть, потому что она не обязана совпадать. Омега t, минус какой-то угол φ. Тригонометрические преобразования, можете посмотреть в учебнике, мы уже получим готовый результат. Там в итоге у вас получится в конце вот такое выражение. Во-первых, квадрат косинуса любое выражение, это приблизительно равняется 1/2. Так, и когда мы делаем необходимые там преобразования, получаем, что мощность, которая выделяется на нагрузке, в частности, это 1/2 максимальные значения силы тока на амплитуду напряжения и на косинус φ. То же самое можно через действующее записать, без всякой 1/2. Получилась бы сила тока на напряжение и опять же на косинус φ. Так вот, ребята, вот этот косинус φ, это тот самый угол между направлением напряжения на резисторе и полным напряжением. Его называют коэффициент мощности. Вот именно он возникает из-за того, что сдвинуты по фазе у нас колебания силы тока и напряжения. Это коэффициент мощности, я сокращенно напишу, коэффициент мощности. Опять же, найти его можно будет из математических соображений. Давайте рассмотрим вот этот прямоугольный треугольник. Что такое косинус угла? Это отношение прилежащего катета, в данном случае УР, к гипотенузе, к У. Поэтому косинус φ это будет отношение УР к полному напряжению. Мне гораздо больше нравится, если использовать не напряжение, хотя можно и напряжение, а, скажем, сопротивление. Можно R на полное сопротивление, R на Z. Все. Если, соответственно, у вас нет ни емкости, ни индуктивности, то этот косинус будет равен единице, и поэтому это просто будет сила тока на напряжение. То есть та формула, которую вы уже знаете из курса 10 и 8 класса. Так, поехали дальше. Явление резонанса. Механический резонанс, о котором мы с вами говорили, это что? Это резкое возрастание амплитуды колебаний. Когда она может возрасти? Когда частота собственных колебаний какой-то системы колебательной совпадает с частотой действия какой-то периодически действующей силы. Электрический резонанс, он, собственно, может быть даже быть гораздо опаснее, потому что здесь какая величина может резко подскочить? Сила тока. А если сила тока резко подскочит у вас в сети, это проводка загорится, пожар, это может привести к большим бедам. Поэтому все это может быть очень-очень опасно. Поэтому давайте, чтобы разобраться, я все-таки еще раз распишу полное сопротивление. Вот это мне уже, наверное, не нужно. Я вот это, с вашего позволения, уберу. Векторную диаграмму. Так. Вот это тоже, пожалуй, уберем, чтобы освободить место для новых записей. Так. Итак, Z. Z у нас равняется, если вы помните, мы записали, это корень квадратный, R в квадрате, минус, если это не расписано до конца, это XL
плюс XL минус XC, все это в квадрате. Но учитывая, что у нас сила тока – это напряжение разделить на полное сопротивление, давайте с вами проанализируем вот эту формулу. В каком случае у нас сопротивление цепи уменьшится? А уменьшится оно тогда, R у нас, мы от него никак не избавимся, то есть нагрузка всегда есть, поэтому активное сопротивление у вас есть всегда в цепи. Но если вот эта скобочка у нас вдруг исчезнет, тогда у нас получится что? U деленное на R. В случае, когда вот это будет стремиться к нулю. Ну а если при этом R у вас будет небольшое, а напряжение осталось, значит, достаточно приличным, то сила тока может резко подскочить. Это очень-очень опасно. А как может вдруг эта скобочка исчезнуть? Дело в том, что когда меняется частота, значит, условно говоря, вдруг какая-то цепочка произвольная, вы решили изменить частоту. А у нас оба выражения, вот скажем, XL, это прямая зависимость от частоты, это омега умноженное на L, да, а XC это единица, деленная на омега C. Так вот, если вот сделать, опять же, графически, да, вот давайте попробуем сделать такой схематический график. Вот, допустим, по горизонтали мы отметим частоту, а здесь у нас будет сопротивление XC и XL. Так вот, вот эта вот зависимость, это будет прямая зависимость. Вот, допустим, такая. А вот это обратная зависимость, поэтому что это что-то вот такое получается. Так вот, при какой-то определенной частоте, давайте назовем ее резонансной частотой, вдруг вот эти сопротивления оказываются равны. А раз они равны, то скобочка исчезает, и, соответственно, внешнее сопротивление сразу резко уменьшается. А если резко уменьшается сопротивление, сила тока резко подскакивает. Поэтому, чтобы найти вот эту резонансную частоту, надо просто приравнять XL и XC. XL равняется XC. Ну и тогда вы получите, что эта резонансная частота, она будет равняться, давайте X резонансная назовем, это единица, деленная, значит, на корень из LC. Так. Ну, если у вас сопротивление R достаточно большое, то, в принципе, резонанс невозможен, его не будет никогда, значит, да. Но когда у вас R маленькая, значит, да, то, соответственно, это, еще раз повторюсь, значит, очень вредное и опасное явление, которое может нанести большой ущерб, значит, и привести к пожарам, значит, да, и к прочим неприятностям. Так. В принципе, не только вред бывает от резонанса, значит, в дальнейшем с вами будем говорить о радиовещании, значит, да, передаче звука, музыки на расстоянии, значит, да. Вот акустически, в этом смысле резонанс приносит пользу. Ну, если очень коротко, в дальнейшем мы это будем более подробно, значит, да. Ну, вот, допустим, мы говорим, что принципы радиосвязи как раз основаны на явлении резонанса. Вот, допустим, какая-то передающая антенна какой-то станции вещает, значит, на какой-то определенной частоте, не нулевой. Ну и вот ваша приемная антенна, значит, да. Но в дальнейшем будем говорить, что у нас в любой антенне есть какой-то колебательный контур. И, соответственно, что? Вы там вращаете ручку, значит, да, это заземление там и так далее. Вращаете ручку, меняете, значит, там емкость, либо индуктивность, и, соответственно, настраиваете на эту самую волну. И как только частота вашего колебательного контура сравняется с частотой передающей антенны, соответственно, что сразу вы услышите уверенный, четкий сигнал. Поэтому в этом смысле явление резонанса, значит, полезно. Если оно полезно, значит, надо его как-то поддерживать. Если оно вредно, то с ним надо бороться, его как-то делать так, чтобы его исключить, значит, из возможных таких ситуаций. Итак, ребята, что мы сегодня с вами разобрали? Мощность цепи переменного тока. Сразу надо сказать, что, вот, скажем, если по отдельности брать на каждом элементе, значит, на катушке, значит, на конденсаторе, мощность вообще не выделяется, потому что здесь у нас между силой тока и напряжения есть разность фаз 90 градусов. Поэтому косинус будет равен 90, а, соответственно, мощность будет равняться нулю. Но в целом, когда мы рассматриваем целиком цепочку мощности, тогда всегда приходится учитывать вот этот коэффициент мощности. Ну и явление резонанса. Резонанс – это резкое увеличение силы тока в том случае, когда вдруг у нас емкостное и индуктивное сопротивление сравниваются. Да, это, соответственно, внешнее сопротивление сразу резко падает. Все, на этом, пожалуй, сегодня достаточно. До свидания. Будьте здоровы.